Меня зовут Алена Шкулепа, я психолог. Опыт работы у меня уже достаточно большой, надо посчитать, ну там уже больше 18 лет точно. И занимаюсь я семейной системной психологией, а все, что связано с семьей, это фактически связано и с каждым членом в отдельности, и с детьми, и с родителями, и со всеми. Конечно, каждый человек реагирует по-разному, причем реагирует даже не в зависимости от той ситуации, в которой мы все с вами оказываемся. У нас же ведь эта история началась-то еще с пандемии, да, тревога подскочила. А это еще зависит от того, как в семьях и у конкретного человека сложилась такая, ну, не стереотип скорее, а пример, в том числе и семейный, каким образом реагируют люди на там, подобные действия. Понятно, что у нас у всех историческая память еще достаточно сохранившаяся, и понятно, что из поколения в поколение вот эти вещи нам передаются. Плюс ко всему, мы не можем с вами рассматривать человека только с точки зрения событий, мы еще и рассматриваем человека с точки зрения биологии. И у каждого есть своя собственная генетическая реакция на ту или иную ситуацию. То есть понятно, что кто-то ярче реагирует, кто-то реагирует легче, но то, что тревожатся все люди на фоне этого, это однозначно. Мне всегда смущает слово «бороться». Бороться ни с кем не надо. Мы на фоне этого боремся со всем подряд. На самом деле нужно для начала, конечно, понять, что происходит. Не в мире и вокруг, а что происходит со мной лично. Тревога – это эмоция неизвестности чаще всего. И если мы говорим не про биологические предпосылки, да, что вот у человека некая такая схема выработана уже, там, в мозге есть такой механизм, который запускает эту тревогу, а если мы говорим именно про реакцию на некие ситуации, в которых мы сейчас живем и находимся, то тогда нужно, конечно, понимать, вот, где тот самый триггер, который запускает этот процесс. То есть у каждого все-таки тревога запускается с какого-то момента. И, естественно, один из вариантов избегать вообще этого всего. Ну, смотрите, если вы ярко реагируете на новостные ленты, вопрос, для чего вы туда ходите? Потому что, к сожалению, чаще всего эти новостные ленты нам тревогу не снижают, они скорее ее усугубляют, потому что нагнетается ситуация с разных сторон, и мы можем впасть вообще, слушайте, паника еще не самое страшное, что может быть, хотя ничего приятного нет, но мы можем вообще в коматоз впасть от этого, от полной безысходности, и человек вообще может свалиться в депрессию достаточно глубокую по поводу всего происходящего. Поэтому нужно разобраться с этим. Далее нужно понять вообще, что происходит со мной сейчас с точки зрения моей собственной текущей жизни. Потому что, например, вот это ощущение тревоги очень часто подогревается вообще-то нашим образом жизни в том числе. Как такой пример, кстати, очень часто это бывает у студентов. Во-первых, сложная пора, предсессионная, и так тревога высокая. Они еще и не спят. Если, например, со сном есть проблемы, то точно тревога будет, ощущение вот этой вот эмоции будет более высоким. Соответственно, тоже с тем же самым образом жизни. Чего мы едим, да, и как мы вообще справляемся с этими вещами. И здесь неплохо бы контролировать. Например, если вы любите кофе, не увеличилось ли у вас количество выпитого кофе? Потому что вы же понимаете, чем больше кофе мы пьем, тем меньше мы спим. И вот вам, пожалуйста, еще один пусковой механизм. Соответственно, то же самое с курением. Никого не пропагандирую, никого не лечу, но на самом деле, если вы начинаете курить больше, чем вы курите, как обычно, это тоже такой знак для вас, что надо чего-то посмотреть, что сейчас стало происходить, что у вас увеличилось это количество. И следующий момент. Тревога в связи с тем, что, я повторюсь, это эмоция неизвестности, вообще бы хорошо проработать некие решения и пути, что вы будете делать в той или иной ситуации, если она случится. Например, совсем недавно как раз у меня была такая онлайн-консультация с девочкой из центральной полосы России, когда она, собственно, действительно, у нее тревога очень сильно подскочила на фоне этих событий, и она заботилась тем, что она будет делать, если начнут бомбить. И мы с ней, по большому счету, разрабатывали некий алгоритм действий, куда нужно бежать, что нужно узнать, что нужно приготовить для того, чтобы быть готовым к некой неприятной ситуации. И знаете, самое интересное, что не всегда прям так нужно и делать. Хотя неплохо бы, да, согласитесь, все-таки быть готовым к всяким неприятностям. Иногда просто мысль о том, что выход есть,
и он очень конкретный и решаемый, уже снижает человеку тревогу тем, что он понимает. У нас просто в голове очень интересная такая штука. Мы когда обдумываем какие-то неприятные мысли, мы всегда доходим до момента, когда катастрофа случилась. И, как правило, что потом дальше происходит? Дальше мы либо переживаем, в том числе паническую атаку, ну, то есть что-то с нами происходит физиологически, да, в том числе, либо мы отметаем эту мысль, быстро переключаемся, но мы не доводим ее до конца. А что будем делать-то? Ну вот она случилась, дальше что? И вот когда мы продумываем про дальше что, вот тогда это тоже такой более когнитивный, осмысленный способ снижения тревоги, когда я понимаю, что вообще-то, ну вот, атомной войны не произойдет. Есть множество различных техник и упражнений, которые помогают снизить тревожность здесь и сейчас, для того, чтобы, ну, как-то вот задышалось и стало легче в будущем. На физическом уровне, если вы говорите про приступ паники, у меня есть ощущение, что это вот мы там очень часто достаточно сейчас про панические атаки, да, идет речь. Ну, смотрите, во-первых, как отличить паническую атаку от непанической атаки? При панической атаке идет резкая нехватка воздуха, учащается сердцебиение, может кинуть в холодный пот. То есть вот это вот ощущение, что ты умрешь прямо сейчас. Я на самом деле в своей жизни переживала одну паническую атаку. Это было после того, как один из самолетов умер, погибло очень большое количество людей, а мне надо было лететь на следующий день. И вот я очень остро, четко это почувствовала. Ощущение ужасное, когда тебе хочется выйти из самолета, а ты не можешь, потому что вообще-то он летит. Мне помогло тогда переключение, но если это с вами происходит и достаточно часто, вообще неплохо бы написать такой, знаете, это тревожная карточка. Потому что когда у нас такая штука случается, понятно, что там, мы не сразу соображаем, что нужно делать. На этой карточке должно быть написано: первое, нужно глубоко вздохнуть, нужно заставить себя дышать. Ну, это может быть не первое, это одно из. Или, например, попить мелкими глотками воду. То есть, если вы склонны к этим вещам, то, пожалуйста, пусть у вас рядом с вами стоит стакан воды, который вы можете использовать очень быстро. Вы можете быстро начать физически что-то делать. То есть, надо встать, походить, каким-то образом вот это вот себя все посбрасывать, поснимать. Вот один из способов это пережить, и, естественно, нужно, знаете, как говорят, раздышаться. То есть вот прям заставлять себя дышать для того, чтобы вот это вот все легче и легче и легче и спокойнее это переживалось. Ну, а потом, конечно, если вы достаточно часто страдаете паническими атаками, надо, конечно, идти к специалистам и уже разбираться, собственно, там, что является пусковым механизмом и каким образом с этим справляться, потому что это, ну, вообще-то возможно. На самом деле можно, но нужно четко понимать, что это не лечение. Да? Это вот такое прижигание болячек. И, конечно, как вообще вот эти все лекарства, они чем хороши? Они снижают симптоматику. То есть они просто... была тревога, стало спокойно. Но то, что это повторится, это однозначно. То есть это вот мы прямо здесь и сейчас купируем вот это вот ужасное состояние, да, трясучки, но оно не лечит. Поэтому, в принципе, можно. Вопрос, что дальше и сколько вы будете их покупать и есть, прежде чем вы не обратитесь серьезно и несерьезно этим вопросом не займетесь. Ну, для начала успокоиться самим, потому что дети реагируют на тревогу взрослых. Это всегда. От новорожденных до более взрослых детей. И, естественно, если паника в глазах у родителей, то, естественно, дети еще больше паникуют. Вы знаете, я совсем недавно услышала, ну вот для меня, мне кажется, очень мудрую фразу одного ребенка. Почему ребенок не рассказывал, это уже взрослый человек рассказывал, почему он, когда был ребенком, не рассказывал родителям о каких-то неприятных событиях в своей жизни. Говорит, потому что они настолько сильно волновались и так ярко на это реагировали, что он для себя решил, что лучше не надо. И в итоге замкнулся в себе, и, собственно, это вылилось там во всякие трудности, которые уже во взрослом возрасте проявились. Дорогим родителям хочется сказать только одно. Так, дорогие родители, ваша ответственность сделать так, чтобы с ребенком было все в порядке. В конце концов, дети имеют склонность тревожиться и без родительской тревоги. Не уж во всем все виноваты родители. Понятно, что СМИ, понятно, что у нас информационное поле огромное.
Нужно садиться и разговаривать. Нужно точно так же проговаривать, а что мы будем делать, а как это все будет происходить, а насколько это страшно. Разговаривать. Хуже нет отмахиваться от ребенка в этот момент, думая, что он не переживает. Он переживает еще серьезнее, потому что он, в отличие от нас, во-первых, от нас напрямую зависит, а во-вторых, у него гораздо меньше путей решений, просто в силу опыта. Поэтому вот нужно с детьми общаться, разговаривать. Не натаскивать их на боевые действия, а скорее вот показывать про то, что если что, мы вместе, и мы обязательно справимся, что бы ни происходило в любом случае. Я думаю, что в зависимости от ситуации. Потому что, конечно, если мы там делаем, знаете, как хорошую мину при плохой игре, да, ребенок это считает в любом случае, то это тоже не тот вариант. Но и рассыпаться нельзя. Мы там все-таки взрослые люди должны уметь себя держать в руках. Опять же, показывать какую-то там сверхсилу, да, это тоже не вариант. В зависимости от того, что происходит с ребенком вот здесь и сейчас. Понятно, что где-то совершенно... Понимаете, какая вся трудность? Что мы, во-первых, не очень хорошо осознаем свои эмоции, но даже просто озвучивать, безэмоциональное озвучивание эмоций вообще больше дает, нежели мы там терпим, 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 и потом во что-то это там выскакивает, выливается. Поэтому можно, конечно, сказать, вот вы там замечательную фразу сказали, что, слушай, я расстроен не меньше, я вообще-то сейчас тоже очень боюсь. Но я уверен, что будет все замечательно и хорошо, а мы-то с тобой вместе вообще справимся с этим всем. Да? Все. И отражать те эмоции самого ребенка, озвучивать. Вот когда взрослый озвучивает эмоции ребенка, то тем самым, вот знаете как, переживание этих эмоций легализуется. А если оно легализуется, то сразу и напряжение спадает. Потому что все понимают, чего с этим делать. Друзья, ну, во-первых, страшно, правда. Действительно, и страх– это тот механизм организма, который нам необходим. Это время вот тревожное, причем оно началось-то действительно еще с пандемии, когда нам объединяться надо. Нам нужно все-таки вместе как-то переживать эти все трудности, которые возникают. И больше и внимательнее друг к другу относиться и вообще слышать, что нам говорят наши близкие, наши родственники, и больше обращать внимание на это, нежели обращать внимание на тот информационный шум, который сейчас просто со всех сторон, и действительно правды не найдешь. И вопрос, стоит ли ее искать, если на самом деле рядом есть наши близкие люди, именно которым мы нужны и которым мы можем помочь.